Добрый вечер. 11 ноября, 623-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Интерпол снял с международного розыска главу Меджлиса Рифата Чубарова. Об этом сообщил Арсен Аваков на заседании Кабмина. По его словам, международный розыск Чубарова прекращен, поскольку не соответствует уставу организации. Аваков добавил, что информация о Чубарове удалена из базы Интерпола. Ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что управление ФСБ России в Крыму возбудило уголовное дело против Рифата Чубарова за призывы к нарушению территориальной целостности государства. В Раде сегодня говорили о геноциде крымских татар. Проект постановления зарегистрировал в парламенте депутат Николай Княжицкий еще 10 августа. Сегодня должно было состояться голосование, однако его перенесли на завтра. Почему? Смотрите в сюжете. Вшановуючи пам'ять жертв кримсько-татарського народу у 44-му році та засуджуючи злочинні дії тоталітарного режиму СРСР щодо кримсько-татарського народу, підтримали необхідність прийняття такої постанови. На трибуне автор постановления Николай Княжицкий предлагает депутатам признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымско-татарского народа, а 18 мая установить Днем памяти жертв геноцида. Системний тиск на кримсько-татарський народ, репресії громадян України за національними ознаками, організація етнічно і політично мотивованих переслідувань кримських татар, їхніх органів, таких як Меджліс кримсько-татарського народу та Курултай кримсько-татарського народу, на тимчасово окупованій території України з боку державних органів Російської Федерації, починаючи з дати початку тимчасової окупації, є свідомою політикою етноциду кримсько-татарського народу. После выступления Княжицкого слово берет лидер радикальной партии Олег Ляшко. Предлагает пойти дальше, принять не только постановление, но и законопроект. Це важливіше, це сильніше, це ґрунтовніше, ніж постанова. Мені видається, що це було б правильно саме так зробити. Закон про голодомор проти українського народу, закон про геноцид, засудження геноциду проти кримсько-татарського народу. Далее на трибуну выходит народный депутат, председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Просит перенести голосование на завтра. Объясняет, в сессионном зале очень мало депутатов. Якщо поставимо на голосування і не буде достатньо голосів, Криму це буде прийнято дуже боляче. Поставте кожен на себе на місці тих людей, які чекають цієї постанови. Отже, пане голово, якщо зараз готові всі фракції, включаючи і опозиційний блок, проголосувати за це і цим підтвердити, що вони за повернення Криму до складу України, можна поставити на голосування. Якщо немає такої впевненості, давайте проголосуємо в інший день, коли буде достатньо депутатів. Дякую. Депутаты соглашаются, именно с этого вопроса завтра начнут утреннее заседание. Однако самих представителей крымских татар, Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева, на нем не будет. Проблема только в том, что Рифат Чубаров завтра вылетает в Париж на сессию ЮНЕСКО, его выступление. А у меня тоже завтра встреча очень важная в Турции. Но нас заверили, что, несмотря на все это, завтра будет проголосовано. Мы надеемся на это. Свою поддержку пообещали все фракции. Только представители оппозиционного блока сообщили, что этот вопрос на заседании фракции не обсуждали. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, «Заман», АТР. Хайсер Джемилев находится в астраханской колонии номер 10. Об этом сообщил в Твиттере его адвокат Николай Полозов. Также он отметил, родственникам не сообщали об этапировании. Сын лидера крымских татар обвиняется в убийстве Февзия Демова. Это произошло до аннексии Крыма. Однако российские следователи решили расследовать его дело снова. Хайсера вывезли из Симферопольского СИЗО в Краснодарский край. В июле прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение. Суд признал пропавшим без вести украинского активиста. Иван Бондарец из Ровно исчез в Симферополе в марте в прошлом году. На полуостров он приехал противостоять отделению Крыма. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Последней с ним общалась мать. І в 9 годин ранку 7 березня він мені подзвонив на роботу. І от це я просто не могла з ним говорити. Він мені так швидко сказав, що
Ми приїхали в Сімферополь в 4 часа ночі і до 9 години нас тримали у відділку міліції, нас затримали. Він мені позвонив з іншого номера і сказав: мама, нам поламали карточки в міліції. Оце я купив нову карточку і вже оце буде моя нова карточка. Я кажу, я тобі зараз після роботи в обід перезвоню, ти мені вже там все докладно розкажеш, тому що я не могла зрозуміти, чого він поїхав в той Сімферополь. Він тільки мені говорив, дуже серйозні люди нас відправляють, все тут нормально, не хвилюйся. Саме головне, не хвилюйся. І все. Тобто останній дзвінок був 7 Останній дзвінок був 7 березня. Руководитель правительства российской администрации Крыма Сергей Аксенов хочет знать, сколько в Крыму украинцев. Он предлагает провести перепись так называемых мигрантов из материковой Украины. По его мнению, украинцы – это дополнительная нагрузка на структуру здравоохранения и образования аннексированного полуострова. Он считает, что такая информация позволит рассчитать бюджет республики. Российские власти Крыма будут укреплять границу с Украиной. Для этого выделено 2 земельных участка вблизи материковой Украины. На них разместят военную технику, якобы для обеспечения защиты границы Украины с оккупированным Крымом. Также известно, что правительство аннексированного Крыма отдало эти участки Крымскому пограничному управлению ФСБ России в постоянное пользование. С сегодняшнего дня Украина прекращает импортировать электричество из России. Это связано с включением 3-го энергоблока Ровенской атомной электростанции. Ранее именно необходимостью импорта электричества из России объясняли поставки энергии из Херсонщины в Крым. Кроме того, Министерство энергетики Украины сообщило, страна сократила энергопотребление на 12%. В прошлом году украинцы потребили 111 миллиардов киловатт-часов, в этом году 98. Украинская промышленность снизила потребление энергии на 18%. В крымском селе Урожайное из-за неготовности оборудования не отапливается школа. Об этом сообщил министр ЖКХ российского правительства Крыма Александр Жданов. Оправдываясь, он заверил, что на полуострове не работает еще 5 котельных. 1 в Бахчисарае и 4 в Ялте. В Массандре не могут определиться с формой собственности еще одной неработающей котельной. Российский чиновник уверяет, что до конца недели теплом будет обеспечен весь Крым. Первые результаты. Ученики оккупированных территорий закончили школу экстерном. Однако из 19 учеников аттестат получили только 6. С чем это связано и как учат школьников в нашем сюжете? Зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету учителя оценивают знания ребенка и после этого просят прислать документы. Именно в такой последовательности становятся учениками дистанционного экстерната. Результаты проекта презентовали в Киевском университете имени Гринченко. Это проект для детей, которые живут на временно оккупированных территориях. В прошлом году в нем участвовали 19 детей. Отримали атестати лише 6. Ці діти не тільки мали можливість отримати атестат, вони вступили до вищих навчальних закладів України. Крымчанка Людмила Щекун – руководитель проекта «Образование для Крыма». Обучение ведется в онлайне. Ее общественная организация загружает в сеть учебники по украинскому языку, словари и научные фильмы. Говорит, дети боятся, но учатся. То на початку проєкту діти були більш відкритіші, страх все більше і більше, скажімо так, поглинає дітей. Але тим не менше вони працюють. Це, скажімо так, збереження дитячого мозку в нормальному стані. Коли дитина ще може щось критично мислити, вона може якісь робити висновки, вона може будувати якісь логічні цепочки і таким чином таку дитину просто потім важко, скажімо так, зомбувати. Це один із елементів повернення Криму під юрисдикцію України. В проекте приняли участие ученики 11 и 9 классов. Обучение ведется на базе 81-й школы Киева. Вся информация об учении детей отображается на сайте. Все предметы на украинском языке. В цьому році за 3 дні у нас з Криму звернулося вже близько 12, які зареєструвалися, надали свої документи. Дистанційно-екстернатом вони навчаються, вчителі їм допомагають, консультують, потім вони здають такі тематичні атестації, які підтверджують рівень їх освітніх досягнень.
Дистанционный экстернат руководители проекта не афишировали, потому что украинский язык на оккупированных территориях – угроза для жизни. Є, на жаль, велика проблема для тих дітей, які не хочуть давати інтерв'ю засобам масової інформації, оскільки вони можуть бути переслідувані на окупованих територіях. Тис можуть переслідуватись батьки російською оккупационной владой в Автономной Республике Крым. В конце обучения выпускники получают аттестат государственного образца, после чего могут поступать в высшие учебные заведения Украины. Руководители проекта планируют организовать обучение и для учеников других классов. Эльвина Седулаева, Асан Иминов, Заман, АТР. Художника Петра Павленского арестовали до 8 декабря. Его обвиняют в вандализме по политическим мотивам. Журналистам Павленский заявил, его должны обвинить в терроризме, как и Олега Сенцова и Александра Кольченко. В ночь на 9 ноября художник облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ России на Лубянке. Ему грозит до 3 лет тюрьмы. Художник написал письмо в ФСБ, где объяснил свой поступок. Что горящая дверь Лубянки – это перчатка в лицо террористической угрозе. И что как раз вот ФСБ, оно и несет угрозу 146 миллионам человек. И все, военные суды подавляют любое проявление свободы воли. Ну и нужно с этим как-то, наверное, бороться, потому что это подавление жизни, а жизни не стоит того, чтобы начать за нее бороться. Финальный гала-концерт детского талант-шоу «Татласес» состоится 6 декабря в Симферополе. Он будет состоять из 2 частей. В первом выступят участники, а во второй – известные крымско-татарские артисты. Об этом рассказала главный редактор детского телеканала «Ля-Ле» Усния Халилова. Весь концерт наш состоит из 2 частей. В первой части у нас по 2 возрастным категориям выступают финалисты, а вторая часть, когда жюри у нас идет на обсуждение, вторая часть у нас состоит звезда плюс звезда. То есть мы приглашаем звезд, более-менее известных в крымско-татарской музыке, вокал, в искусстве. И плюс наши звездочки, победители прошлых лет. У нас наставники Асия Сале, Дилявер Османов, Арсен Бекиров и так далее. Их очень много по танцам. По танцам нас очень хорошо выручает Майя Анафиева. Она готовит всю подтанцовку, она готовит номера исключительные заранее. Показать наставникам. Каждый год они у нас просто готовили участников, сами сидели, смотрели этот концерт. В этом году мы их решили подключить ко второй части, и они готовят номера. Со своими же финалистами не этого года, прошлых лет. Это вот немножечко у нас есть такое изменение в концерте. Новоалексеевский дом культуры находится в условиях непригодных для занятий. Ремонтные работы там не проводились уже в течение 7 лет. В клубе действует 3 народных ансамбля, из них 2 крымско-татарских. Детали в сюжете Гульсум Халиловой. Новоалексеевскому дому культуры уже более 50 лет. Последний раз ремонтные работы здесь проводились в 2008 году. На данный момент в помещении протекает потолок, потресканы стены, в зрительном зале вовсе нет отопления. Надежда Ивановна, коренная жительница ПГТ Новоалексеевка, говорит, дом культуры в плачевном состоянии. В связи с этим дети перестают ходить на занятия. И опять в зале у нас не отапливается, опять у нас в зале нужно делать ремонт, потому что течет, уже потрескалось все. Отопление сделали частично, там, где детки должны заниматься танцами. И за последние годы, когда у нас стал директором Асан, то он как директор, он даже не знает своих функций. Человек не знает элементарных вещей. Понимаете, как он может работать директором клуба, если он не знает своих профессиональных, так скажем, или функциональных обязанностей. Уже как 1,5 года директором клуба является Асан Алиев, бывший председатель регионального меджлиса Херсонской области. По его словам, ремонтные работы не проводятся в связи с отсутствием финансирования. Проблема финансирования. Вот, у нас, к сожалению, культура, она как бы, после всего идет. Вот. Но, тем не менее, у нас была сессия, первая сессия, и там, в принципе, нам определили строительную компанию, которая будет это делать. Вы видите, да, вот
клуб в каком состоянии, поэтому будет перекрываться крыша. Работники Дома культуры также жалуются. Костюмам уже более 10 лет. Аппаратура старая. В зале своими силами пытаются навести порядок. Уже древнее, надо менять. Не помешало бы нам что-нибудь новенькое. Мы как бы своими силами хотим навести порядок, красоту какую-то. По словам председателя Новоалексеевского поселкового совета, они уже заключили договор со строительной компанией. Обещают, в скором времени начнутся ремонтные работы. Делать в ближайшее время ремонт. Там надо цоколь подделать в одном месте, надо фасад сделать нормальный вид. На это все деньги есть. К сожалению, они были в том году, но мы их не могли использовать, потому что не было подрядчика. Сумма небольшая, там около 100 тысяч. Сейчас уже нашли фирму, которая дала добро, заключили договор. В Дом культуры ходит более 100 детей. Здесь 3 народных ансамбля. Из них 2 крымско-татарских – Ляле и Далгалар. Сколько еще находиться детям в условиях непригодных для занятий, неизвестно. Гульсум Халилова, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Из-за этого в Севастополе не работают катера и паромы. Движение осуществлялось наземным транспортом в объезд бухты. Непогода и на Керченской переправе. Водители попросили воздержаться от поездок на пароме в ближайшие дни. Переправа временно не работает. На этом пока все. После «Заман» смотрите «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева депутат Верховной Рады Украины Валерий Пацкан. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.